Переехать в Европу без денег не так уж и просто. Конечно, можно как сирийские беженцы плыть на лодках и переходить пешком границу. Но ведь мы с вами говорим про тех, кто прямо сознательно берет и эмигрирует, и легально или полулегально, но пытается оформить документы. И в большинстве случаев это реально дорого. Среднестатистический гражданин Казахстана такое не потянет. Нужно иметь хоть какую-то сумму, навыки и знания языка. Ну или выходить замуж, жениться. Но это не такой уж и распространенный способ, как можно было бы подумать. И все-таки, есть страны, куда можно переехать, даже если нет нескольких миллионов тенге. Польша. В Польше русских, казахов, украинцев и белорусов нереальное количество. Едва ли не каждый первый таксист говорит по-русски. Частенько весь персонал в торговых центрах говорит по-русски. Во многих приличных компаниях и хороших должностях тоже много переехавших из стран СНГ, все потому, что это просто. И главное, просто сделать легально. В Польше легко можно получить годовую национальную визу, если найти работодателя, готового трудоустроить. И это совсем не проблема, если есть знание языка и опыт. Иногда вакансии трудоустройства появляются на русскоязычных сайтах. Некоторые работодатели делают такие визы, а потом вы можете даже не работать у них, а работать в другом каком-то месте, правда оплачиваете в таком случае все расходы вы. Цена вопроса меньше $1000. Другие готовы сделать визу сами, но тогда придется отрабатывать весь контракт. И так едут многие. Недовольных, кто переехал, я не встречал, потому что уровень дохода, как правило, в 2 раза выше, чем в СНГ. Италия. В Италии очень много переехавших из стран СНГ, если это какой-нибудь Милан, то русскую речь слышно просто везде. При этом, эта страна, конечно, не такая уж и бюджетная и простая для переезда страна, как Польша, но и уровень зарплат тут выше. И люди едут учиться, даже в 30-40 лет. Все просто, в Италии бесплатное обучение без какого-либо конкурса, за исключением отдельных специальностей и университетов. Платить нужно только налоги, они зависят от вуза. Можно найти такие, где в год это всего 2000 евро. Но и их можно вернуть, если получится оформить стипендию. В общем, нужен только язык, и можно максимально бюджетно, легально переехать в Италию. Испания. На самом деле подходит, кто работает удаленно. В Испании можно получить вид на жительство, если ты прожил в стране 5 лет. Люди приезжают по обычной визе, снимают жилье, работают из дома, платят аренду, не нарушают закон и через 5 лет легализуются. Много денег не надо, небольшого стабильного дохода и смелости.